Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы вновь, как обычно, будем творить. И будем делать мы вот такие замечательные игрушки. Это, конечно, такое не новое, да, в нашей столице. Сегодня очень много мастериц увлеченно занимаются изготовлением игрушек в технике амигуруми. Что же это такое, узнаем сегодня. В этом мне поможет Валерия Никитина. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. Амигуруми, то есть название такое очень сложное, для многих, возможно, непонятное. Для начала расскажите, что же за техника? Амигуруми – это древняя японская техника вязания маленьких животных, либо кукол, крючком. Амигуруми переводится как вязание по спирали. То есть да. Из названия можно понять, да, что здесь все основано на спирали. Да, основано действительно на спирали. Изначально эти игрушки были совсем маленькие, из тонкой пряжи, буквально помещались в ладошку, но сейчас мастерицы придумывают множество различных мастер-классов. Можно вязать не только животных, вяжутся даже и портретные куклы, и автомобили, вот поезд. Да, мы видим сейчас вот несколько. То есть это сейчас не только животные. Но можно все связать. Можно связать все, да. Вот мы видим такой автомобиль, да, поезд. Основа у него тоже связана в технике амигуруми, а далее уже обычные столбики без накида. Ну, я это все объясню в процессе мастер-класса. Начинается такой технический момент. О технике мы поговорим чуть позже, да. Но вообще в целом все понятно, да. Ну, раз это рукоделие, значит, самое главное здесь что? Нить и ваше орудие труда, так сказать, да? Да, давайте сначала ознакомимся с крючочками. Крючки бывают разных размеров. Это не самый большой крючок, бывает и больше, бывает и 20 миллиметров, то есть головка крючка измеряется в миллиметрах. Бывают совсем крохотные. Тоненькие. Есть еще крючки тоньше для совсем тонкой пряжи. Крючки могут быть из разных материалов, как железные, металлические, прошу прощения, деревянные, с разными ручками. Ну, для удобства. Если говорить из вашего опыта, да, для вас удобнее все-таки вязать, да, деревянными, пластиковыми, металлическими? Это два моих любимых крючка. Они довольно бюджетные, и их преимущество в том, что их можно держать обоими способами. Есть два способа, мы к ним позже в мастер-классе вернемся. Я покажу и расскажу. Также, конечно, мы используем ножницы. Специальная игла это игла для плюшевой пряжи, пластиковая, с широким ушком. Также можно использовать для пришивания деталей большие цыганские иголки. Такой интересный прибор. Это называется чиш-зажим. Ну, не у многих мастериц он есть, и я приобрела его для своего удобства. Это специальный прибор для установки глазок на безопасном креплении. Потому что, игрушками играют детки, и глазки должны быть надежно вставлены в игрушку, чтобы не навредить ребенку. И этот прибор помогает надежно зафиксировать глаза, потому что я в дальнейшем покажу, крепления бывают настолько тугие, что просто руками их вставить очень тяжело, особенно девушки. И незамысловатый прибор – это обычная палочка для суши, для набивания мелких деталей игрушек. Валерия, а я тем временем обращаюсь к шкатулкам рукодельниц. Это отдельная история. У каждой рукодельницы есть свои такие боксики, и там вот мне, как кажется, все самое интересное. И, собственно говоря, здесь это все наглядно видно. И здесь у нас здесь это фоамиран, да, для радужек глаз, глазки, потому что бывают обычные прозрачные. И мы уже вырезаем, подставляем, либо берем готовые радужки глазок. Также глазки бывают обычные черные. В зависимости от задумки, от идеи мы уже ставим глазки, какие нам нравятся. Да, здесь мы видим. Также мы используем реснички, да, они клеятся на клей глазику. Глазик вставляется для очень красиво это смотрится в зайчиках таких, да, эти накладные ресницы просто
придают взгляду больше выразительность, игрушка становится более какой-то милой, интересной, и ребенку хочется больше с ней играть. Да. Реалистичнее Да. становится, да? Ну а самое главное, конечно, это нить. Да. Вот расскажи, пожалуйста, про разные варианты, да, нити, ну и, соответственно, ваши советы необходимы о том, какая более удобнее для начинающих, какая посложнее, ну а самое главное, какая подороже, какая подешевле. Нити бывают разные. Акриловые, полухлопковые, хлопковые. Это для более мелких игрушек, да, для кукол. И плюшевые ниточки, они бывают разной толщины, то есть в зависимости от толщины ниточки и диаметра крючка игрушки получаются разного размера. Я сейчас покажу на примере. Это заготовки дракош. Заготовки, это не готовые Это не игрушки? готовые игрушки, да, им требуется оформление, то есть это гребешок, крылышки, вышивка мордочки. Эта игрушка связана из более толстой нити, это из более тонкой. То есть размер сразу Но видно? размер Разный. видно, связано абсолютно идентично в плане схемы. То есть количество петель здесь абсолютно одинаковое, но мы видим наглядно то, что размер их отличается. Если говорить все-таки о том, что проще вязать вот мелких вот таких игрушек, да, вот как мы сейчас видим, вот, к примеру, такого удивительного зайчика, да, он связан вот из тонкой нити, да? Да, он связан из акрила, но когда мы вяжем более тонкой нитью, то есть чтобы добиться размера соответствующего, нам потребуется больше времени. То есть Логично, вот эта вот да. игрушка связана за 1,5 часа. Это 1,5 часа, а это, соответственно... А это, около 8 часов полностью Вот оформление игрушки, Ну да, да, потому что она очень там, где тонкая. помельче, плотная вязка здесь, да, все немножечко Да. сложнее. Поэтому для тех, кто хочет научиться вязать в этой технике, лучше начать с плюшевых нитей, да? Плюшевые нити тоже довольно сложны. Коварные. Да, ниточка сыпется. Она такая очень капризная, ее не распустишь, то есть уже должен быть какой-то навык. Я советую все же для новичков начать какие-то небольшие игрушки с акриловых нитей. Это наш отечественный производитель, ниточка совсем недорогая, она вполне плотно скручена, не расслаивается при вязании, и небольшую игрушку, для примера я покажу то, с чего я начинала. Самое простое, просто кольцо амигуруми, и мы без изменений вяжем по кругу необходимое нам количество рядов. Это очень просто. То есть с такой техникой может справиться ребенок? Да. Отлично. Ну, я думаю, мы о теории поговорили. Переходим к практике, да, Валерия? Давайте сегодня покажем на небольшой игрушке, да, как вообще происходит процесс вязания. Сегодня мы свяжем вот такую вот медузку, но свяжем мы ее из плюшевой пряжи. Итак, мы начинаем делать нашу медузку, да? Медузка выглядит вот так. Тут, как вы говорите, основа вот этот вот круговая, да? Да, основа Вязка. спиралька. Спиралька. Вот о ней-то и надо, наверное, поговорить. Да. Основа основ, да? Для начала мы берем нашу рабочую нить, кладем таким способом, перекрещивая. Крючок заводим под нижнюю ниточку, захватываем петельку, провязываем. Вот, собственно, у нас и получилось это самое колечко амигуруми. Сейчас в данное колечко мы провяжем 6 столбиков без накида. Что-то очень необычное. Так. Вводим крючок в колечко, захватываем рабочую нить. У нас получается 2 петельки на крючке. И мы их провязываем. Этой же нитью у нас получился первый столбик без накида. Таких столбиков нам до конца ряда нужно провязать еще 5 штук. То есть вывели петельку, потом через 2 петельки, потом опять в колечко. Захватили рабочую нить. У нас на крючке 2 петельки, провязали. Провязав 6 столбиков без накида, мы затягиваем наше колечко. То есть у нас же тут лишнего много осталось, да? Да.
Ну, эту ниточку мы спрячем, ага. ее не будет То есть, видно. мне кажется, сейчас визуально непонятно даже, потому что нить-то плюшевая, да? Да. Вот на такой нити это больше похоже, да? Видно здесь вот как первый ряд у нас появился, второй ряд, третий, четвертый, пятый, есть это видно, да? На плюшевой это не особо заметно, но для тех, кто, в принципе, немножечко хотя бы знаком с процессом вязания, да, я думаю, будет здесь все понятно. Еще раз, мы сделали 6 столбиков. 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Для удобства я предлагаю пользоваться маркерной нитью, то есть в конце каждого ряда мы вот так вот прокладываем ниточку. Зачем? Чтобы не путаться, чтобы мы знали, где у нас начало и конец ряда. То есть если мы вот так еще раз рядочек провяжем до этой ниточки, мы будем знать, что здесь у нас закончился ряд. А потом мы ее просто выдернем. Да, ее потом можно будет просто выдернуть. Но я не буду ее использовать, поскольку мне удобнее уже вязать без нити. Сейчас мы будем вязать второй ряд. В каждый столбик мы провязываем прибавочку. Прибавка у нас состоит из 2 столбиков без накида. То есть нам нужно провязать 12 столбиков без накида до конца ряда. Тем самым у нас диаметр нашего, получается, кольца увеличивается, да? В 2 раза. Да. А как вы стали увлекаться вот таким интересным видом рукоделия? Я просто шла с сыном с дополнительных занятий. Мы болтали, он увлекается у меня Майнкрафтом. И я ему сказала, давай я свяжу тебе Стива. Зашли по пути, купили пряжу. Я пыталась связать спицами, я тогда еще не знала ничего о технике амигуруми. То есть я знала, но не сталкивалась, сама не вязала. И с этого все началось. Первая кукла, потом первые игрушки выложила в соцсети. И сначала заказы были только от родственников. Сарафанное радио, кто-то увидел, что-то увидел. Популярны сейчас такие игрушки, да, их дарят на рождение детей, да, вот такие, даже, по-моему, с прорезателем для зубиков, да, тоже такие вот игрушки. Их дарят сейчас на дни рождения, юбилей, да, это очень даже стильно. Это такая стильная игрушка, то есть купить в магазине игрушку – это одно дело, а вот купить вот в такой, да, интересной, не знаю, как сказать-то, подачи. Это совсем другая игрушка. Да. Вот эти вот пуговицы, они делают свое дело, да. Вот это совсем примитивная мордашка, да, вот глазик-глазик, носик. Из-за этого, может быть, как-то поэтому такие игрушки стали популярны, потому что они какие-то необычные, нетипичные для нашего детства, к примеру. Такие кролики в стиле тильда пользуются очень популярностью среди взрослого населения. Женщины покупают, ставят себе как интерьерные куклы на туалетные столики. Также игрушки амигуруми это не только для детей. У меня есть несколько заказчиц, которые заказывали себе кукол-балерин и ставили на туалетные столики. То есть красивая кукла-балерина сидит на туалетном столике для вдохновения, можно так сказать. Вдохновение, да? Да. Но тут, в принципе, она вот одна же, да, техника вот эта вот. Да. Амигуруми. Все по кругу шьешь, а дальше ты уже просто это переносишь в различные, да, размеры, различные нити. Разные формы придаются за счет убавок и прибавок. Как раз вот на этом кролике можно увидеть, как связаны ушки. Здесь есть такая, может быть, видна линия. Это как раз она формируется убавочками нашими, убавочками, прибавочками. Также вот его туловище. Туловище связано. То есть здесь побольше, соответственно, диаметр за счет сужается. Убавок, опять. да. И за счет распределения убавок мы можем увидеть, что здесь у него круглый затылок, а нос у него более такой вытянутый. Тем временем я довязала ряд. Второй. Для третьего ряда нам нужно провязать следующую комбинацию. 1 столбик, 1 прибавка. То есть в первую петельку мы провязываем 1 столбик, во вторую петельку мы провязываем уже 2 столбика без накида. Тем самым у нас должно получиться 18 петелек в ряду. Заводим крючок в петлю, провязываем в следующую 2 столбика, в следующую снова 1, 2. Мы провязали 3 ряда.
с прибавками. Сейчас мы будем четвертый, пятый ряд вязать без изменений, то есть по 18 столбиков без накида. Начинаем, продолжаем вязать 18 столбиков до конца ряда. То есть у нас вот эта вот часть уже пошла, да? Да, мы вот уже будем вязать высоту нашего осьминожки, потому что здесь мы шли на увеличение диаметра. Теперь она идет у нас одного размера. Я уже стала разбираться немножко, но я понимаю это только с точки зрения логики здесь, да. А с точки зрения вот вязания крючком это, конечно, немножко сложноватая история, но я думаю, я говорю, рукодельницы это не составит труда. Но а так теоретически, да, все достаточно просто, да. Главное знать вот основные петельки, да? Да. Если выучить основу, то получится, я думаю, любая игрушка. В этом ничего нет сложного, как я думаю. На мастер-классах детки, например, 20% деток, они в первый же день уже вяжут вот такую вот маленькую игрушку. То есть сразу усваивают, да? Даже на последнем мастер-классе у меня были 2 девочки-левши. Это очень сложно. То есть тебе нужно отзеркалить. И справились? Да, справились. Это талант у детей, хотя дети были довольно маленького возраста, от 7 лет приходят на мастер-классы. Мы провязали 2 ряда по 18 петелек. На этом этапе мы можем уже вставлять в глазки. У нас получилась такая вот полусфера. Шапочка. Шапочка, да, можно сказать, шапочка. Пол осьминожки. Глазки, да, нам нужны? Мы подберем глазки. Я думаю, наверное, глазки лучше подобрать прозрачные. Вот они, наши глазки, да, это пластиковые, да? Да, глазки у нас пластик. Вы еще сделали им такой подтон, так сказать. Да, мы добавили радужку розового цвета. Глазки мы вставляем примерно между 4 и 5 рядом на расстоянии 4-5 столбиков. Сами смотрим, как нам нравится. Можно, конечно, сделать совсем вот такой. Но это, наверное, будет близко хорошо смотреться, да. Так. Смотрим визуально расстояние, что неровно, и закрепляем. Заглушка ставится широким концом к основанию глазика. Эти заглушки ставятся легко. Это обычные такие резиновые, можно сказать, заглушки. И все, и зажали. Да, они устанавливаются легко. На большие глазки, конечно, руками их так не установишь, нужно использовать прибор. Глазки все. можно Половина осьминога готова. Да. Теперь, соответственно, по логике вещей нужно идти на сужение, да? Нет, сужения здесь у нас пока не будет. Сейчас мы будем вязать за заднюю полупетлю столбика. То есть у нас есть передняя полупетелька и задняя полупетелька. Для того, чтобы вывязать щупальца, нам нужно провязать за заднюю полупетлю, то есть оставить передние полупетельки, куда мы будем присоединять ниточку, когда мы будем вязать наши щупальца. Также по той же технике 18 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Полупетля еще есть. Так, то есть у нас появился еще один термин, это полупетля. Да, до конца ряда за заднюю полупетлю. Теперь можно переходить к убавкам. Вот как проходит убавка? Убавка. Убавки можно сделать 2 способами, видимым и невидимым. Обычный способ убавки. То есть у нас первая петелька, вторая петелька. Мы ввели крючок в петельку, но не провязываем. И тут же ввели крючок в следующую петельку. И у нас 3 петельки. Да, у нас получается на крючке 3 петельки. Мы их провязываем. И вот она убавка. Вот она убавка. Но это обычный способ убавки. То есть вдели в нашу петельку. Следующую петельку. А сейчас, наверное, еще раз обычную убавку покажу. Вводим крючок в полную петлю. И в следующую, то есть сразу же вводим крючок и вытягиваем рабочую нить. 3 петли на крючке провязываем. Все, сузилось.
одну петельку провязываем, следующую петельку вводим раз и тут же Во вторую во петельку. вторую следующую. получается 3. Так, сейчас невидимый способ убавки. Их чаще всего используют на игрушках из полхлопка, потому что на игрушках из полхлопка убавки видно, а на плюшевых игрушках за счет фактуры пряжи убавки мы не видим. Мы вводим крючок за переднюю полупетлю. А не в полную петельку, Да, а не в только полную. полупетельку, переднюю. Но ниточку не захватываем. И тут же крючочек вводим во вторую петлю, то есть следующую петлю ряда тоже в переднюю полупетлю. И захватываем рабочую нить. И То провязываем есть при обычный столбик. невидимом способе вы используете только одну полупетельку. Нет, мы используем... Две. Да, то есть мы используем 2 петли, но провязываем за передние полупетли. То есть еще раз. Ввели крючок, но не захватываем рабочую нить. И тут же в следующую вводим. Захватили, получается, полупетли следующих 2 петель. И провязываем обычный столбик. Интересно, а вот если совершишь ошибку, ее сразу наглядно будет видно или нет? В плане пропустить петлю? Да, пропустить петлю или На сделать её плюшевой пряже нет, скорее Нет. всего, да, будет только потом, когда до конца ряда дойдете, досчитаете петли, Поймете, что что-то да, не так. что-то не так. На данном этапе мы можем наполнить игрушку. Для наполнения я использую наполнитель, это Синтишар. Наверное, продается в любых, да, таких? Да, он продается в Магазинах. рукодельных магазинах, также на маркетплейсах можно заказать его. На маркетплейсах выгоднее для большие объемы, я потому что заказываю по несколько килограмм, а в магазине продается всего по 100 грамм. То есть 100 грамм это хватит на одну игрушку. Нам нужно связать следующий ряд с убавками, то есть у нас в ряду осталось 12 петелек. Теперь то есть мы провязываем 12 убавок. Ну, то есть с помощью наполнителя можно тоже сформировать. Игрушку. Да. Ниточку обрезаем и оставляем кончик примерно 15-20 сантиметров. У нас осталось 6 петелек, и сейчас мы затянем их с помощью иглы. Пластиковая иголочка. Пластиковая игла с широким ушком, да. Ниточка у нас, мы вытянули ее, она сверху. Также за передние полупетли со стороны ближе ко мне я ввела иголочку, теперь наоборот, с задней стороны. То есть 4, отсюда, потом да. туда, отсюда, туда. 5 и 6. Все. Иголочку я вывожу в игрушку и вывожу. Вывела я ее в основание колечка наше. Теперь снова ввожу иголочку в колечко и немножко как бы запутываю, чтобы Не распустилась? да, чтобы не распустилась, чтобы через наполнитель прошла ниточка, чтобы она закрепилась. Можно ниточку обрезать. То есть никаких узелков, по сути, делать Нет. не надо? Но я предпочитаю не обрезать, а просто спрятать. Эта иголочка, она с такой выемкой, здесь вот где ушко, и можно просто вот так вот иголочку туда внутрь спрятать. То есть, прошу прощения, ниточку можно туда спрятать. Все, спрятано, ни одного узелка. И наш осьминожек практически готов, но не хватает Щупалец. Да. щупалец. Сейчас мы их быстренько, я думаю, сделаем, да? Лучше начать сзади
потому что, ну, чтобы не было видно перехода. Потому что вязание у нас идет по спиральке, и все равно немного будет виден переход, где прикрепляются лапки у медузки. Вводим крючок за вот эту нашу видимую полупетлю переднюю, 6-го ряда получается. Нить продеваем. Придерживаем кончик нити. Мы его будем прятать и вязывать. И провязываем 4 воздушных петли. 1, 2, ниточку, кончик придерживаем, чтобы у нас ничего не распустилось. 3 и 4. Теперь мы будем вязать в обратную сторону. Во вторую нить от крючка, то есть вот у нас 1, 2, 3, 4. Во вторую нить от крючка, во вторую петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. То есть прошли туда простыми и обратно, и обратно уже столбиком без накида. Хвостик мы придерживаем и в следующую Следующую полупетельку, да, которую мы вот видим, которая у нас осталась, мы провязываем, присоединяем с помощью столбика без накида. То есть полустолбика без накида. Это в полупетлю мы вводим крючок, ниточку, которой хвостик мы ложим вот так вот, кладем сверху, чтобы спрятать ее и чтобы затянуть с помощью ниточки. То есть она у нас между игрушкой и щупальцами будет затянута, прикреплена, грубо говоря. Итак, наши щупальцы готовы. Да. Дальше обрезаем ниточку, оставляем небольшой кончик, чтобы спрятать его в игрушке. И вот так буквально за 10-15 минут у нас получился замечательный осьминог, связанный в технике амигуруми. Смотрите, милое, прекрасное такое существо. В общем, творите, пробуйте. Если вдруг не получается, обращайтесь к таким мастерицам, как Валерия. И я думаю, все-таки рукоделие – это отдельный вид искусства. Да, это умиротворяет, это успокаивает, это придает какую-то, знаете, такую... не знаю, какое-то доброе ощущение. Вот пока Валерия сегодня вязала, я здесь прям вся такая была какая-то очень добрая, милая и хорошая. Ну а мы увидимся уже скоро. До новых встреч!